Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас в ближайшие 7 дней? Как поменяется ваша жизнь и что вам приготовила судьба? Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Улитка на ножках. Такой интересный знак. О, а тут кто-то перед вами на коленях стоит, руки ваши просит. Как интересно. Мои хорошие, вы все разные. Меня смотрят и мужчины, и женщины. Здесь образ. Вы стоите на ногах и смотрите куда-то вдаль. Рядом с вами человек буквально вот на коленях стоит и просит вашу руку. А вы не обращаете внимания. Либо вы делаете вид, что вы не обращаете внимания. У кого-то отыграется, что вас кто-то будет добиваться, да, вот именно в любовном смысле этого слова, ухаживать за вами, пытаться, чтобы вы как-то обратили внимание этого человека. А у кого-то отыграется, что вы кому-то очень сильно будете нужна. И человек ради того, чтобы вас перетянуть на свою сторону, пойдет на крайние меры, да, будет стоять буквально на коленях, будет умолять, выпрашивать и просить вашей руки. У кого-то на работе даже такая ситуация может отыграться. Вот вы единственный человек, профессионал, который может решить сложную задачу, либо спасти родное предприятие. И тогда ваш начальник, либо там старший кто-то из коллег буквально будет ходить за вами, ныть, скулить и просить вас заняться делом. А у кого-то, да, в личной жизни, может быть, вы обижены на человека и решили порвать связь с этим человеком, перестать общаться. И этот человек будет на коленях бегать за вами и просить вашего прощения, там, извиняться, что-то вам обещать. У кого-то же из вас в прямом смысле слова отыграется, что вам будет сделано предложение. Опять же, руки и сердце у кого-то. У кого-то, возможно, стать его невестой, либо вместе проживать. Но у кого-то предложение там, по работе, в каких-то делах. В любом случае, вы не сильно заинтересованы, либо вы делаете вид, что вы не сильно заинтересованы. Я вижу, что вам будет приятно, потому что у вас за спиной маленькие крылышки показаны. Буквально, возможно, это то, чего вы ждали, либо то, что вам радость подарит. Да, человек перед вами на коленях и с обожанием, либо с надеждой смотрит на вас. Дальше. У вас тут клевер показан, но клевер, который только лишь распускается. Кстати, 2 листочка клевера. 4-листный с вашей стороны, с правой, и 3-листный с левой стороны. Но эти листочки, они только лишь распускаются. То есть буквально можно сказать, что в ближайшие 7 дней будут первые звоночки везения, удачи, каких-то положительных изменений в вашей жизни. 3-листный клевер — это замечательно, а 4-листный — это прям сама удача, воплощение удачи и везения. То есть вы на правильном пути, либо вы входите в ту пору своей жизни, когда вам будет вести, да, окно возможностей, везения, удача, фортуна. Колесо крутится, а вы на нем находитесь. Не под ним, а на нем находитесь. Да, хорошие знаки. Справа, возможно, вы надеетесь на то, что вам повезет. И да, небеса говорят: мы пошлем тебе удачу, тебе точно повезет. А слева это то, что случится совершенно неожиданно, да, в каком-то совершенно неожиданном деле, либо в какой-то такой ситуации, где вы прям ни на что не рассчитываете, вам этот 3-листный клевер раскроется, листочек, вернее, от него раскроется. Дальше чаши весов начинают выравниваться. Там, где была тотальная несправедливость в вашу сторону, идет выравнивание.
выравнивание – это уже хорошо. Это еще не справедливость в чистом виде, но уже ситуация улучшается для вас. И вы это чувствуете, вы понимаете. И вы очень надеетесь, что эти чаши весов встанут в правильное положение. И ваша надежда, она не пустая. Там действительно так и будет. Возможно, потребуется не 7 дней, возможно, потребуется чуть больше дней. Но, тем не менее, процесс будет запущен. И запускается он буквально вот на днях. Вы это ощутите. Дальше кому-то идет пожелание, либо просьба, да, от высших сил, может быть, от хранителей ваших, да, беречь уши. Может быть, вы что-то такое услышите, что может задеть вас за живое. Может быть, тут в прямом смысле слова, да, береги уши, там холодно или еще что-то, да, могут быть проблемы с ушами. Поэтому, пожалуйста, прислушайтесь и ушки свои берегите. Дальше улитка на ножках. Ну, вы знаете, да, улитка очень медленное создание. Она очень медленно ползет и бесконечно может ползти. Но у вашей улитки, она, во-первых, в центре, у нее появились ножки. На ножках можно гораздо быстрее дойти, а можно даже добежать. Вот. Для вас это просто что-то с чем-то удивительное, очевидное, невероятное. И вы даже испытаете легкий шок, когда узнаете, что какое-то событие раньше времени, до сроку завершилось. И вы скажете, вот это подарок судьбы, вот это да, вот это я удачненько, да, дело начала. Может быть, вам обещали, что все сбудется, но сбудется там через месяц, 2 месяца, полгода. Нет, события ускоряются. У улитки появляются ножки, и все решается гораздо-гораздо быстрее. У кого-то прям молниеносно может даже случиться, потому что, я уже сказала, да, на ножках можно даже бежать. Не обязательно идти, можно очень быстро пробежаться. Вот улитка посередине, значит, событие важное, судьбоносное, либо играющее ключевую роль в вашей дальнейшей жизни. Дальше. Здесь у вас туман. Туман. Вы как будто бы в тумане окажетесь. И вам придется не на кого-то полагаться, а действовать по интуиции. То есть вы не можете полагаться на свои глаза, на зрение. Вы не можете полагаться на других людей, потому что в тумане вы их не видите. Но придется действовать интуитивно. И вы знаете, у кого-то это действительно как проба пера. Впервые вы с таким столкнетесь и сделаете интуитивный выбор, либо интуитивный поступок. И, конечно же, у вас все очень удачно завершится. Вы из тумана выйдете, и собой будете довольны. И прям поймете, что вы можете, что интуиция, она сильна, что ваша интуиция вам не врет, а наоборот, это хорошее подспорье. И если чаще пользоваться своей интуицией, то вы можете гораздо и быстрее, и эффективнее решать какие-то проблемы и добиваться своих целей. Вот прям попробуйте себя, свою силу попробуйте. Интуицию свою на деле попробуйте. Очень хороший знак. Дальше. Здесь какие-то журавли, но они летят высоко. Но это предвестники хороших перемен, либо предвестники каких-то положительных событий из будущего. Вы с кем-то про этих журавлей будете говорить, либо вам кто-то про этих журавлей расскажет. Может, вы так далеко, высоко не видите, а человек скажет, а я вот в подзорную трубу увидел, да, либо в бинокль рассмотрел. И для вас этот разговор, он очень такой теплый, согревающий идет. Как будто бы ваша надежда подкрепляется. И вы понимаете, что все еще возможно, все еще будет. И эти журавли, они обязательно прилетят. Да, либо они скоро спустятся, к вам спустятся. Здесь 2 журавля показано. Скорее всего, речь идет о 2 событиях, либо о 2 разных ситуациях. Кстати, мои хорошие, кто при надежде, да, кто в положении, возможно, вы пойдете на УЗИ, либо к своему акушеру-гинекологу, и, возможно, вам скажут, что у вас двойня, да, что все хорошо, либо у вас там близнецы, но у кого-то еще и так отыграется. Да, вот пришла такая информация. Дальше. Высокие ступени, на которые очень сложно взбираться. Но у вас как будто бы нет выхода. И только по этим ступенькам нужно подниматься вверх.
Вижу, что тяжело будет, и вижу, что несколько раз вам захочется отступить. Вы скажете: нет, я спускаюсь, я не могу, это слишком тяжело, это слишком высоко, это слишком сложно. Вот прям дважды вы захотите опустить руки и назад вернуться в исходную точку. Но какая-то мысль, либо чьи-то слова буквально вас подстегивают. То ли вам перед кем-то не хочется лицо терять, да, может, человек там смеялся, высмеивал, сомневался в вас. Либо какой-то человек, наоборот, надеется на вас, верит в вас, и вы думаете: ну я же не могу подвести. Да, мне тяжело, но подвести я не могу. Вот какая-то мысль, чьи-то слова, либо чей-то образ, да, помогает вам на этих ступенях подниматься все выше и выше. Опять же, показано, что ступеней очень много. За 7 дней все ступени вы не осилите, но большую часть пути вы точно пройдете. Да, вот у вас какая-то мотивация есть, и она вам помогает. Смотрите, сдаться может кто угодно и когда угодно, но только сильный человек пройдет до конца. А вы сильный человек, вы должны пройти до конца. Тем более я вижу, что когда вы пройдете, вас какая-то награда ждет. Причем награда очень ценная. Это может быть что-то и материальное, и нематериальное. Это не меняет сути. Вы сильный человек, вы должны это знать. И эти ступени вы прежде всего покоряете именно ради себя, а потом уже ради других. Дальше. Знакомая женщина с хорошими новостями. Вот эту женщину вы захотите, я не знаю, там обнять, расцеловать и вот кружить ее захотите. Такие хорошие новости вам сообщит. Давно вы таких хороших новостей не слышали. А новости касаются того, что лошадка берет какое-то, как барьер, наверное, или как препятствие, да? Препятствие. У лошадки очень длинные ножки, и она может взять это препятствие. Женщина говорит об этом. И еще женщина какую-то то ли подсказку дает, то ли какое-то наставление. И этим нужно обязательно воспользоваться, сделать ровно так, как она сказала. Эта женщина вам знакома, но я не могу сказать, что вы прям очень часто общаетесь. Но опять же, в силу обстановки, да, многие люди там имеют свою семью, рутина, работа, обязанности. Недостаточно времени для того, чтобы поддерживать дружеские отношения. Но эта женщина никогда про вас не забывала. И эта женщина, ну вот она то ли сама себе пообещала, то ли вам пообещала помочь. И она это делает. Вот ждите от нее хороших новостей о том, что лошадка берет какое-то препятствие, да, переходит, либо перепрыгивает, либо какой-то барьер, да, она с этим справляется. Может, это касается работы, трудоустройства. Может быть, это касается какой-то сложной задачи. Ну вот чего-то это касается для вас важного. Вам захочется эту женщину расцеловать 100%. Дальше. Плохие люди что-то задумали. Но то, что они задумали, оно не случится, у них не получится. Знаете, как ручки короткие, да? Голова пустая. Будет попытка, но эта попытка крайне неудачная. Попытка закончится большим разочарованием, а у кого-то отыграется, что еще и большим скандалом. То есть эти люди, возможно, вам что-то хотели плохое сделать, но все очень плохо для них закончится. И также я вижу, что эти люди своим поведением, отношением, действиями, поступками против себя настраивают буквально всех. Вот знаете, выражение «весь мир отвернулся». Вот эти люди это выражение на себе почувствуют, да, они его проживут. Весь мир отвернется. Вот как запятнают полностью себя, честь, достоинство, если, конечно, они у них есть, все запятнают. Вы об этом узнаете спустя какое-то время. Но не в день, да, не в час, а через, например, там, сутки вы узнаете. Если честно, будете возмущаться. Но с другой стороны, если бы они вам попались, вы бы точно что-то с ними сделали. Возможно, судьба мудра и не позволила, чтобы вы вот сразу об этом узнали, да, чтобы вы сдержались и сами себе, например, там, не навредили. Но вот вижу, что не получится. Все как прахом пойдет, пусто, им будет пусто. Плохие люди, тут несколько человек. Дальше. Очень много событий, которые вас удивляют, а некоторые откровенно шокируют. Ну вот человек говорит: я все видел, я все знаю. Но такое вижу впервые, да? Либо впервые о таком слышу. Вот много раз вы такое скажете.
Говорить вы будете в разных местах с разными людьми, а где-то даже сами с собой. Скажете, ну надо же, ну кто бы мог подумать, да? Удивляться будете повсеместно. Да, эта неделька вас удивит. Дальше показываю человека, который пытается вернуть ваше расположение, ваше внимание. Возможно, человек виноват перед вами, возможно, этот человек для вас потерян, да? Ну, разочаровал, вы сказали, все, больше я тебя не знаю. Ну, а может быть, это человек, которому вы уже не раз отказали. Допустим, за вами ухаживает человек, вы говорите, ну, я не хочу с тобой общаться, да, ты мне не интересен, я не могу ответить на твои чувства. То есть такое тоже может быть. Вот очередная попытка, очередной финт ушами. Если честно, вы уже так испытываете немножко усталость, да, тяготит вас этот человек и его чрезмерное внимание. Как не понимает слов, да, вы уже не знаете, как объяснить, там, на пальцах уже объясняли, и писали, наверное, и не один раз, и, ну, как блокировали этого человека, он все равно идет в вашу сторону, никак дорожку к вам забыть не может. Ну, я так понимаю, чем дольше, либо чаще отказываете, тем сильнее желание человека к вам пробиться. Возможно, вам необходимо что-то другое придумать, да, как-то по-другому проиграть эту ситуацию. Вот в очередной раз, и опять же, вот рядом с вами. Дальше показывают женщину с длинным рыбьим хвостом. Ну, русалка, да, это русалка. Какая-то женщина будет врать и не краснеть. Такое расскажет, такое придумает, что и на голову не наденешь. Но, опять же, вы не тот человек, которого можно легко обмануть. Размышляйте, ставьте под сомнение и задавайте вопросы. Вот начните задавать вопросы, сразу выведите эту русалку на чистую воду. Вот, потому что другие люди могут быть ею обмануты. Она умеет это делать, да, она умеет быть убедительной, и некоторые люди обманутся. Но вас же обмануть очень сложно. Вы этой русалке все эти как карты попутаете. Но с другой стороны нечего, да, хвостом махать. Будь правдива, будь честна, люди к тебе потянутся по-настоящему, а не так. Дальше какой-то флюгер, либо человек как флюгер опять поменяет свое мнение. А может быть, несколько раз за эти 7 дней поменяет свое мнение. Человек абсолютно ненадежный, человек, который пытается и вашим, и нашим угодить, и усидеть как на 2 стульях, да. Я вижу, что вы полностью разочаруетесь в этом человеке и даже вот как-то махнете в человека рукой, так скажете, да ну тебя, да, тоже мне флюгер. Да, человек не понимает, ищет только лишь свою выгоду, либо действует по обстоятельствам, чтобы выгоду свою не упустить. Да, с таким дела вести крайне сложно и вообще нежелательно. Дальше, вот здесь какая-то лестница. Ну, такая, знаете, вот приставная лестница. То ли вы действительно будете пользоваться лестницей, ну, мало ли там карниз поправить, либо кто пользуется шторами, может, даже жалюзи там помыть, очистить. Будьте аккуратны, что-то с этой лестницей не то. Ну, либо лестница хлипкая, либо, ну, устанавливайте ее правильно. Потому что кто на эту лестницу будет залазить, тот может упасть с нее, да, либо испугаться. Надо поаккуратней. Опять же, мужчина, да, пусть мужчина лазит по лестницам. Не женское это дело. Также, если вы захотите себе купить, мало ли, лестницу, то лучше переплатить больше и купить надежнее, чем что-то дешевое, что может там и сломаться, и с него можно упасть и пострадать. Да? Будьте повнимательней. Небольшая лестница, но какая-то опасная, да? Опасная, хлипкая мне идет. Дальше. Важный звонок по телефону. Разговор. Но разговор такой, знаете, как игры разума. Вы то ли должны кого-то по телефону будете в чем-то убедить, либо что-то доказать, либо рассказать о своих знаниях, умениях и талантах. Не знаю, может, это какое-то собеседование по телефону, либо какие-то расспросы, может быть, из какой-то организации.
напряженный такой разговорчик у вас идет. Но с другой стороны, лучше так, чем с глазу на глаз. Потому что с глазу на глаз там еще может быть давление. А так по телефону вам немножко проще будет. Вы потом поймете, что так проще. Может, с кем-то, кто был в подобной ситуации, поговорите, да, человек скажет: ой, тебе повезло, что по телефону, потому что на меня так давили. Вот, да, такой разговор еще может быть. Дальше. Вижу, что человек в шубе проявляет к вам щедрость. Ну, в шубе обычно показывают таких состоятельных, богатых, зажиточных людей. Этот человек проявит щедрость в вашу сторону. Ну, допустим, вы работаете с клиентами. К вам придет клиентка, либо клиент в шубе. Знаете, что этот человек точно вам даст хорошие чаевые, либо сделает очень хороший заказ и, опять же, даст вам чаевые. Возможно, это кто-то из ваших знакомых, либо родственников. Именно вот человек в шубе будет. Проявляет щедрость, причем щедрость достаточно серьезная. Да? Это не мелочь какая-то, это прям серьезно. Вам будет приятно. Скажете: не жадный человек. Вот и мне тоже что-то перепало. Дальше. Показывают птицу, но эта птица не летает, она по земле ходит. Может, это почтальон, кстати, да, либо посыльный. Но так медленно идет. Вот вообще никуда человек не торопится. Проживает свою лучшую жизнь, да, на расслабоне живет. Вот прям захочется по голове дать этому почтальону, да, либо этому посыльному за медлительность. Да, человек может опоздать, причем конкретно там, на сутки, на 2 суток. А вы, например, сидите и нервничаете. Когда же мой заказ придет, когда же письмо, когда же то, когда же сё. Вот, прям такой нерасторопный какой-то человек. Ну, не ту работу выбрал, да? не соответствует занимаемой должности. Кстати, можно и пожаловаться, да, на такого нерадивого сотрудника. Возможно, там уже много жалоб, и вашей не хватает, чтобы люди хотя бы как-то воздействовали, да, работодатели воздействовали на эту медленную ходячую птицу. Она же птица, она летать должна быстро, да, туда-сюда, туда-сюда. А это значит ходит, причем, знаете, в развалочку как-то идет. Ну, я вам не завидую. И еще у кого-то, возможно, вы, допустим, захотите что-то покушать, сделаете доставку, закажете, вернее, доставку, а эта доставка будет ехать, и ехать очень долго, пока там все не остынет и прочее, прочее. Тоже какой-то, знаете, как неприятный немножко момент показан. Но что есть, то есть. Я вас предупредила. Дальше. Климатические условия. А вот у погоды тоже будут сюрпризы. Причем, буквально у кого-то такая погода вот меняется чуть ли не 2 раза в день. Либо раз в сутки стабильно. И непонятно, что надевать, и непонятно, как планировать свой день. Как-то, знаете, вот погода играет с людьми. Немножко как-то вы скажете: ничего себе, давно такого не было. И вот опять, да, погода шутит, погода развлекается. Природа, да, погода. Дальше. Дети, родители, играть. Не знаю, играете с детьми в игры, либо будете играть в игры. Это очень хорошее времяпрепровождение, особенно вот с детками, которые уже ближе там, к подросткам идут. Да? Вот прям так классно посидите, так классно поиграете. Весело, здорово и приятно. Сами в детство как будто бы попадете, окунетесь в детство. Ну и также у кого-то отыграется, что вы, допустим, работаете с детьми, придумаете для детей какую-то очень классную игру, и дети прям в восторге будут от этой игры, и вам тоже очень сильно понравится. Обязательно делитесь. Возможно, другим мамам, либо воспитателям тоже будет интересна ваша идея. Дальше показываю человека, который пытается с вас веревки вить. Вы сначала это как-то не понимаете, либо упускаете, а потом, когда вас дойдет, то у вас прям гнев берет. И вы там, говорите: сейчас тебя порву, на части порву за то, что ты так себя ведешь. А человек как будто бы, знаете, прикидывает, как дурачка играет. Такой типа: ничего не знаю, тебе показалось, и ничего такого не было. Человек, скорее всего, пробует границы, да, пытается попробовать, где ваша граница, куда я могу двигаться, насколько я могу вот из нее либо из него вить веревки. Такие моменты, конечно же, нужно пресекать. Чем жестче, тем лучше, чтобы у человека не было желания дальше так себя вести.
И у кого-то будет очень удивительно, но этот человек вам не чужой, да, кто бьет веревки. Это как-то, знаете, особо болезненно, но вот здесь точно надо пресекать. Причем как-то мудро пресекать, так, чтобы и не разругаться, понятное дело, и отношения как-то сохранить нормальные, более-менее полноценные. Ну вот есть такой момент. Дальше якорь. Якорю еще предстоит лечь на дно. Медленно-медленно, как будто бы спускается на дно. Якорь все-таки про стабильность, да? Стабильное положение вещей, стабильная жизнь, спокойная жизнь. Ваш якорь в правильном направлении движется. Но еще какое-то время придется подождать. Еще какие-то волнения, переживания могут быть резкие какие-то изменения, к которым вы, например, не совсем готовы. Но, может, даже если готовы, все равно, если резко происходит, то какой-то нервный тик, он все равно идет. Но якорь движется в правильном направлении. Стоит подождать, и все будет хорошо. Не в ближайшие 7 дней, к сожалению, может, чуть позже, либо значительно позже, но тем не менее. Якорь уже брошен, да, осталось дождаться, пока на дно ляжет. Дальше с левой стороны у вас лилия, которая распускается. Лилия — королевский цветок, и еще лилия страсть может показывать. У кого-то из вас отыграется, что к вам кто-то страстью дышит и пылает, и этот процесс усиливается, и уже его невозможно скрыть. А у кого-то отыграется награда, либо обещание награды. Вот, если вам пообещают, либо скажут, что вы получите награду, например, премию на работе, знаете, что обещание будет выполнено. А лилия окажется больше, чем было обещано. Вот, если мы говорим про страсть, там хоть говори, хоть не говори, человек действительно уже как еле-еле себя сдерживает. И вы, конечно, ни в чем не виноваты, вы ничего такого и не делали, а может быть и делали. Но вот страсть бурлит, пылает, и все ярче и ярче в вашу сторону. Там уже все видят, да? Ни от кого невозможно скрыть, все это видят, это бросается в глаза. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.